Всего через несколько часов все эти люди окажутся на священной земле Медины. И для большинства из них это паломничество в Саудовскую Аравию первое в жизни. Самому молодому будущему хаджи всего 15 лет, а самому пожилому 79 лет. Каждый мусульманин в своей жизни должен съездить в хадж, совершить хадж. С Божьей помощью в этом году это случилось. Мы очень рады. Впечатления очень большие. Я желаю всем паломникам совершить хадж и вернуться домой целыми, невредимыми. Прежде всего, это хочется оказаться на Святой Земле уже не первый раз, и после каждой поездки только одно желание бывает еще раз попасть на эту землю, где зародилась наша религия, ислам, и где наш посланник, алейхиссалям, ходит по этим местам и совершать обряды, которые должен совершить каждый мусульманин, имея возможность и здоровье. Все еще не верит своему счастью Роза Тахчукова. Не один год она копила средства на эту поездку. И вот теперь стала еще на один шаг ближе к своей цели – увидеть Каабу, совершить молитву и попросить прощения грехов у Всевышнего. В этом году уже решилась наконец-то. Я от жары, конечно, боюсь, но решилась. А какие у вас вообще впечатления? Очень хорошие. Мечтала, Аллаха шкур, все получилось. Все эти паломники – жители регионов Северного Кавказа. Организацию главного путешествия в их жизни они доверили ингушской компании «Имантур». Наши соседи из Северной Осетии, кумыки, тоже одним бортом полетели из Ингушетии. И по приезду приятно было и слышать в наш адрес, что наше внимание, прием, обращение наших, как говорится, служб в аэропорту, все это, как говорится, положительный отзыв. Я через другие туры много летал. Честно сказать, тамошние условия мне не понравились, а через Имантур мне посоветовал человек, который уже 3-4 раза летал. Сказал, что очень хорошие условия, руководители хорошие. В Саудовскую Аравию из Ингушетии в этом году запланировано 5 авиарейсов, 1 Магас Медина и 4 Магас Джидда. У аэропорта нет статуса международного, но тем не менее организация вылетов на самом высоком уровне. Первый борт – это 175 человек, которые изъявили желание вылететь из нашего аэропорта. Данные паломники являются не только жителями Республики Ингушетия, но и других регионов Северокавказского федерального округа. Как орган исполнительной власти правительства Республики Ингушетия задача сделать все, чтобы паломники вылетели без всяких происшествий, без всяких препятствий и долетели своевременно, без задержек и совершили хадж. По возврату наше министерство обеспечит встречу, приемку и беспрепятственный проход. Всего из Ингушетии в хадж отправляются 1400 человек. Их разбили на группы от 170 до 250 человек. Что очень важно, сопровождают паломников квалифицированные врачи, которые готовы к любому развитию событий и уже имеют опыт участия в хадж-компании. Учитывая резкую смену климатических условий, их помощь акклиматизации обязательно понадобится. Бывает иногда, кажется, что все уже изучены. Но бывают такие случаи неординарные, что с каждым годом встречаешься с чем-то новым. Поэтому что-то вот конкретно новое писать это невозможно. А в основном паломники, если они невнимательны, они встречаются с такими проблемами, как теряются, язык не знают, куда обратиться тоже точно хорошо, как бы не ориентируются в местности. Потом у паломников всякое может быть, они привыкли к определенному климату здесь, адаптированы. Вылетая туда, в эти жаркие места, не каждый паломник сразу проходит адаптацию быстро. Вот бывают проблемы со здоровьем, ОРЗ, вот, вкратце вот такого характера. Проблем возникнуть не должно, учитывая и тот факт, что все паломники прошли вакцинацию. На многочисленных семинарах им объясняли, как совершать главные обряды хаджа. Рекомендовали не отходить далеко от земляков и в путь брать только самое необходимое. Что вы берете с собой вообще в хадж? В хадж я взял с собой в основном вот пособие, коротко о хадже, и книгу молитв, чтобы я мог читать в пути и там, на месте, когда будем молиться. И в основном все.
А уже по прилету будущих хаджи ожидают частые перевозки по основным зияратам в Медине и Мекке, транспортное обслуживание, проживание в гостинице, в палаточном городке и питание. Организаторы постарались обеспечить для паломников комфортные условия, чтобы их ничего не отвлекало от главной миссии. Скорее всего, радостная встреча с домашним очагом и со своими домочадцами, а действительно богобоязненных тоска по Мекке и Медине. Паломничество к исламским святыням продлится 2 недели. Стояние на Арафате и в долине Мина. Ночевка в месте Муздалифа. Долгие молитвы и непростой путь пешком. Все это впереди. С новыми силами и большой верой в сердце паломники покинули Ингушетию, чтобы исполнить один из обязательных столпов ислама. Зелимхан Калоев, Адам Гулоев, Мербек Миржоев. Новости 24.